Глава 22. Ты полномочный представитель власти. Люди не любят суррогаты. Агент по продаже автомобилей прикрепляет над офисом вывеску со словами «уполномоченный дилер», а это означает, потребитель вправе ожидать, что запчасти от производителя будут установлены специально обученными автомеханиками и никаких заменителей. В духовном же мире верующие в Библию христиане являются уполномоченными дилерами властвования от Господа. Было бы очень уместно поместить над церковью вывеску «Уполномоченный дилер Божьего Духа и силы». Предназначена ли победная жизнь христианского властвования лишь избранным, или она доступна каждому, принявшему Христа как Господина и Спасителя? В своих посланиях церкви апостол Павел постоянно утверждал, что каждое дитя Господа получает привилегии и благословения. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Власть дается каждому верующему, берущему на себя ответственность осуществлять ее. Когда человек рождается заново, дьявол любыми способами пытается утаить от верующего хотя бы частичку его власти. Если христианин полностью уверен в своих привилегиях и силе, сатана полностью поражен, и дела его разрушены. Мгновенная стратегия дьявола заключается в том, что он атакует верующего в области исповедания грехов. Он знает, что человек никогда не поднимется выше своих истин. Вместо того, чтобы работать на осуществление Божьих заветов, верующий постоянно признает свою слабость, ошибки, болезни. Пока человек таков, каким он себя видит, дьявол использует это, чтобы держать его в рабстве. Сатана не хочет, чтобы ты видел свою силу во Христе или свою победу через кровь Сына Божьего. Когда основой своей веры ты сделаешь именно это, проявятся твои власть, полномочия и сила. Перечислю главные препятствия, которые могут удержать тебя от победы в твоей законной сфере власти. Во-первых, неведение. Это настоящий камень преткновения на пути к получению духовных полномочий. Нельзя обладать чем-то, если не знаешь, что обладаешь. Ты можешь получить в наследство $1 миллион, но если не узнаешь об этом, так и умрешь бедняком. Во-вторых, неверие также может не пустить тебя в предназначенное Богом властное положение. Сыны Израиля не вошли в обещанную Богом землю обетованную из-за своего неверия. Бог убеждает нас быть осторожными, если мы не хотим упустить Его обетование по той же причине. Властвование – это часть Божьего обетования. Но когда христианин не доверяет обещаниям Бога и не придерживается духовно и эмоционально предписанного им, он не может обладать действенной силой. В-третьих, грех разрушает властную позицию человека. Когда человек грешит, он забывает о пределах и привилегиях, полученных человеком от Бога в райском саду. Поэтому так важно для человека омыться кровью Иисуса и хранить чистоту, чтобы проявлять властность. Иисус Христос говорил своим ученикам, что после Его возвращения на небо они будут выполнять Его работу. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Невозможно выполнять работу Иисуса Христа без силы Святого Духа. Исайя пророчествовал до явления Иисуса Христа, что Господь будет нести дух крепости. «И почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». Книга пророка Исаии, 11 глава, 2 стих. Только сам Христос господствует над всем на небе и на земле. Завершая свой великий подвиг, воскрешенный Христос заявил:
дана мне всякая власть на небе и на земле». Какая безграничная, непревзойденная, неизмеримая власть и сила означены в этом утверждении. Христос безграничен, Он всемогущ, Он вездесущ. Полномочия верующих на земле потрясающие, только Бог кладет им пределы, и небеса поддерживают данную Богом власть христиан. Бог хочет наделить каждого верующего духом крепости, чтобы мы смогли выполнять работу Иисуса Христа. Апостол Павел молился за верующих в Колоссе, чтобы они поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его. Колоссянам 1 глава, 10-11 стих. Только сам Христос может устанавливать границы или категории власти для своих последователей. Эти границы четко определены Спасителем и записаны в Новом Завете. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18-19 стих. Что это за ключи от Царства, которые символизируют полномочия и власть, и которые даны Господом Иисусом Христом? Ранняя церковь обладала силой, и известный тогда мир был потрясен мощью, которую Христос обещал своим последователям. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Петр использовал ключи от Царства, когда обратился к народу с пророческим посланием, записанным во 2 главе Деяний. Родилась церковь, и первая группа святых наполнилась Духом Святым. В тот день Петр сказал: «Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш». Деяния, 2 глава, 39 стих. В этих словах четко сказано, что власть предназначена не только для апостолов. Она перешла на тысячи человек, слушавших проповедь Петра в день Пятидесятницы. Она перешла к их детям и распространялась шире и шире, даже коснулась нас сегодня. Петр использовал ключ власти у красных ворот Иерусалимского храма. Человека хромого от рождения каждый день приносили к храму просить милостыню. Но однажды все для него переменилось. Он просительно смотрел на Петра с Иоанном, но вместо звона монет услышал произнесенные Петром слова власти: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Сила и власть были нормой для ранней церкви. Эти ключи от Царства все еще доступны для церкви Иисуса Христа. Служение венчания и отпущение грехов принадлежит церкви. Что связано на земле, будет связано и на небе. Что отпущено на земле, будет отпущено и на небе. Новый Завет многократно делает ударение на том, что власть дана Богом не только апостолам. Стефан, диакон церкви в Иерусалиме, обладал такой великой властью, что совершал великие чудеса и знамения в народе. Читайте Деяния, 6 глава, 8 стих. Филипп также был диаконом церкви в Иерусалиме, и люди получали исцеление или освобождались от бесов через его служение. Давайте прочитаем книга Деяний апостолов, 8 глава, с 5 по 8 стих. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса, ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая
в том городе. В церквях, где я служил пастором, я всегда воодушевлял прихожан молиться о себе и других, ожидая ответа от Бога. Многие чудеса исцеления и освобождения произошли в результате молитвы простых людей, наполненных Духом Святым. Совершенно очевидно, что власть свыше предназначена не для одиночек, она для каждого последователя Иисуса Христа.